Добрый вечер. В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». Сегодня мне хотелось бы поговорить о положении негосударственных СМИ, свободе слова и граничащей с ней вседозволенностью в интернете и социальных сетях. А в гостях у меня в студии сегодня независимый журналист, не побоюсь этого слова, человек, у которого всегда есть свое собственное мнение по различным вопросам, Надежда Венедиктова. Надежда, здравствуйте. Добрый вечер. Президент Рауль Хаджимба на днях встречался с представителями частных СМИ и говорил о необходимости государственной поддержки этих ресурсов. При этом ключевым условием, как подчеркнул президент, должно быть полное невмешательство в редакционную политику этих СМИ. На ваш взгляд, о чем свидетельствует вот такой шаг? Пожалуй, со стороны власти за все 23 года это первый такой шаг. И приятно слышать, что руководство страны понимает действительно необходимость невмешательства в свободу слова, и в то же время то, что вроде бы планируется поддержать частные издания, это очень необходимо, потому что в последние годы ситуация становится все тяжелее, часть аудитории ушла в социальные сети, издательские услуги дорожают, а в такой очень маленькой стране, как наша, рекламный рынок очень узкий. То есть обычные условия, много читателей, рекламный рынок у нас отсутствует, и частной прессе просто приходится выживать. Поэтому, если будет государственная поддержка, как обещают, это будет по-настоящему хорошо. Кстати, вот в одной из своих публикаций вы писали о свободе слова. Журналистика и свобода слова должны быть неразрывно связаны между собой. И я хочу сейчас вас процитировать. В Абхазии есть подлинная свобода слова, чем не могут похвастаться многие постсоветские страны. И это одна из немногих поствоенных реальностей, которой мы можем по-настоящему гордиться. Мне кажется, это большое достижение. Я по-настоящему горжусь, и когда я где-либо бываю, я всегда говорю, что у нас есть недостатки, как в любой стране, но у нас есть свобода слова и нет политзаключенных. Это такой аргумент, что все сразу замолкают. А какие возможности сейчас есть у журналиста работать, развиваться, расти? У нас не так много возможностей именно в связи с этими проблемами, о которых мы говорили только что. В очень крупных странах, где есть крупные журналистские коллективы, есть возможность специализироваться. Ты можешь всю жизнь писать только об экономике, только о банковском деле, или только о спорте, только о футболе или только о баскетболе. У нас этого ничего нет. Абхазский журналист должен быть универсалом. Это, конечно, не всегда получается, но не дает нам возможности узкоспециализироваться, потому что или ты сам должен быть специалистом, или ты должен прибегать к услугам экспертов. Экспертное сообщество в Абхазии тоже очень маленькое, и в некоторых отраслях и просто нет независимых экспертов. И поэтому уровень многих наших публикаций, это касается и телевидения тоже, естественно, он не очень высок именно по этой причине. У нас нет возможностей. Вторая причина: за хорошую, продолжим, аналитическую работу нужно все-таки платить. Чтобы написать аналитическую статью, нужно собрать много материалов, нужно посидеть, подумать. Тот уровень зарплат, который существует в нашей стране, журналистский, он даже не смешон. Поэтому у нас мало аналитики. Но зато эта некая универсальность все-таки как-то нас немного выручает в плане общего развития. Мы сейчас говорим о свободе слова, что она есть, но недавно произошел такой факт, когда журналистов не пустили на первое заседание городского собрания. Там шла речь о выборах председателя всего лишь, не было никаких секретных вопросов. Эта тема долго потом обсуждалась в журналистской среде. Не является ли это, на ваш взгляд, ограничением доступа к информации и вообще нарушением законодательства? Конечно, является. И это следствие того, что, видимо, когда людей принимают на государственную службу, их не знакомят с тем, что есть закон о доступе к информации, которому уже, по-моему, где-то 4-5 лет. То есть наши чиновники продолжают политику закрывания от прессы и тем самым от своего населения. И меня просто поражает, что они не понимают, что когда ты закрываешься, ты вообще порождаешь подозрение, что ты делаешь что-то не то. Чем более ты открыт, тем больше тебе доверяет общество. А в отношении городского собрания это тем более смешно, что их старшие собратья в парламенте этого созыва демонстрируют как раз
самую большую открытость вот за всю историю абхазского парламента. Вот, и то, что депутаты городского совета настолько не в курсе ни этого закона о доступе информации, ни о поведении своих старших собратьев, говорит как раз о том, что, конечно, извините меня, уровень городских депутатов, в общем, не очень высок. То есть люди идут в депутаты, не зная основных положений. Ни о свободе слова, ни об обязанностях чиновников, ни об обязанностях депутатов. И получаются вот такие вещи. То есть это абсолютно некрасивый был поступок и смехотворный. То есть в самом начале своей деятельности этот состав городского собрания поставил себя в дурацкое положение. То есть, во всяком случае, журналистское братье теперь будет относиться к ним с недоверием. Ну, тут, кстати, надо уточнить, что на протокольные съемки пустили журналистов, но вот да. Сам процесс голосования за закрытыми дверями проходил. Вот в настоящее время серьезную конкуренцию печатным СМИ и телевидению составляет интернет. В сети появляется много различных групп и много информации, при этом большая часть из них публикуется анонимами. Как вы к этому явлению относитесь, к анонимности в сети? Я думаю, что выступать как аноним – это значит не уважать себя. То есть ты, видимо, не доверяешь своим умственным способностям. И, во-вторых, ты демонстрируешь свою трусость. Все-таки уважающий себя человек, который отвечает за свои слова, за свое поведение, он идет с открытым забралом. Человек, который прячется в кусты, а такое поведение этому равносильно, он заранее, так сказать, выставляет себя как малодушный трус, как человек, который не понимает, что такое правила игры, честной игры, открытой игры. И такой человек, конечно, не вызывает никакого уважения, особенно если он там начинает оскорблять кого-то. Это вообще уже за рамками всего. Потому что то, что происходит, я, правда, сама не в Фейсбуке, я не в социальных сетях, но я слышу, что люди говорят и как они возмущаются. Вот. И то, что у нас никакой ответственности за это нет, это тоже недоработки наших органов правоохранительных. Об ответственности мы отдельно поговорим, да, а давайте хорошо. Сейчас посмотрим сюжет на эту тему, потом продолжим беседу. С удовольствием. Нашу. Интернет стал частью нас. Кто-то выходит в сеть раз в неделю, другие ежедневно. Банальный телефон стал не только средством голосового общения, а полноценным компьютером с набором различных программ. Можно снять видео и выложить в сеть, при этом смонтировать все так, что мало кто поймет, где настоящая картинка. Чем больше мы разрабатываем новые технологии, тем сложнее мир создаем вокруг себя. Анонимность пользователей – главная опасность интернета. Люди боятся потерять свободу, но не понимают, что анонимность удобна в первую очередь тем, кому выгодно скрывать свое истинное лицо. На сегодняшний день интернет практически не поддается правовому регулированию, и многие попытки такого контроля считают недопустимой цензурой. Гражданам государств выдается индивидуальный паспорт, ИНН и другие документы, которые позволяют не терять из виду каждого человека, применять к нему нормы закона, обеспечивать его безопасность. В виртуальном мире такого нет, и мы не знаем, что кроется за анонимными аккаунтами. Чаще всего это потоки оскорблений и черного пиара. Таким образом, анонимность становится синонимом безнаказанности. В общем-то, как мы видим, большинство материалов, которые публикуют анонимы, представляют собой оскорбление, нецензурная лексика и черный пиар. Как вы считаете, это является свободой слова? Нет, это не свобода слова. Свобода слова, она неразрывно связана с ответственностью. Если ты хочешь отстоять свое мнение, ты делаешь это по-честному, по-открытому и с необходимыми аргументами. А в оскорблениях какое может быть вообще понимание сути дела, возвращаясь к названию вашей программы? Нет, оскорбление – это признак слабости. Ты не можешь сказать серьезный аргумент, и ты говоришь, ты дурак. Оскорбления всегда считались в обществе недопустимыми. Вот вы знаете, на всех уровнях, в любом историческом периоде всегда ценилось умение выдержанно вести беседу, аргументировать свое мнение, и именно такие люди вызывали уважение и выбирались обществом как эксперты, как судьи и так далее. А те, кто оскорбляют, это аутсайдеры, которых обычно изгоняют, и только интернет дал им такую возможность быть в центре внимания. Но с этим надо бороться. Должны быть приняты какие-то законопроекты, которые все это ограничивают.
так сказать, назначают ответственность, а органы правоохранительные должны тоже это отслеживать. В конце концов, можно поймать любого анонима, если задаться такой целью. Нужно очистить интернет от этой грязи. Интересно посмотреть, что думают вообще о свободе слова сами блогеры. Рой Нагарб один из первых блогеров в Абхазии и таких достаточно активных. И вот что он думает по этому поводу. Интересно посмотреть его комментарий. В чистом виде, который мы знали и учили, и обучали в вузах, это, оно умирает, такая журналистика. Появляется новый жанр, уже появился, уже порядка 10 лет. Это гражданская журналистика. Собственно говоря, вот эти блогеры, они являются гражданскими журналистами. Надо отличить, что такое блогер и что такое вообще клеветник, так скажем, да, который просто несет чушь, непроверенную информацию, просто сливает. Это больше похоже на троллинг. Я всегда был сторонником за свободу слова, но при этом, естественно, эта свобода, это не вакханалия, это не вседозволенность. Поэтому общество само должно поставить, да, для себя некую такую скорлупу, чтобы ограничить себя от этих сливов. То есть держать самому. Если мы, вот, например, на Фейсбуке у нас есть целые группы, где мы обнаружим вот таких вот злостных троллей, мы просто их блокируем и информируем людей, что вот этот злостный тролль. Вот, в общем-то, Рой Нагарба говорит, что традиционная журналистика постепенно исчезает, и вот на смену ей такая гражданская журналистика, так называемая. Как, на ваш взгляд, это является новой формой журналистики, или это нечто отдельное, которое существует параллельно и не имеет отношения к профессиональной журналистике? Я не думаю, что так называемая гражданская журналистика заменит профессиональную. Это исключено. Это просто более вольная форма самовыражения, которая займет место рядом. Вспомним, хотя вы, наверное, по возрасту этого не помните, слишком молодая, что когда появился кинематограф, говорили, все, театр умер. Ничего подобного. Как раз театры заполнены больше, чем кинозалы, поскольку сейчас можно дома все смотреть. Появляется новая форма, она существует рядом с этим. Но потребность в профессиональной журналистике будет всегда. Это вообще журналистика? Что это такое вообще? Как объяснить это явление? Я бы даже не сказала, что это журналистика, это новая форма общения. Вот. Блогер высказывает свою точку зрения, и не всегда, скажем, ее аргументирует, это часто бывает просто эмоционально. Вот. Но это действительно нужная, необходимая форма самовыражения, потому что роль личности растет. То есть, если раньше считалось, что это вот земля, это главное достояние государства, сейчас мы понимаем, что это человеческие ресурсы. То есть выигрывает то общество, чьи человеческие ресурсы лучше подготовлены, лучше образованы, более инициативны и так далее. И вот блогерство – это одна из форм проявления личной инициативы, что очень ценится на самом деле в современном мире. Потом, кстати, Рой Нагарба еще говорит о том, что вот отсеивать информацию должны уже сами пользователи. Как вы считаете, все-таки? Конечно, предоставляя им такой поток информации, ответственность и на них самих лежит, да? Безусловно. То есть, на самом деле же человек в исторической перспективе становится все более опытным во многих отношениях, конечно, теряя при этом что-то, и у него повышается ответственность как раз в поиске информации и в выборе той информации, которая кажется ему более объективной. Это очень высокая личная ответственность, и она должна воспитываться и в школе, и в вузах. И на самом деле это один из таких необходимых фундаментальных принципов зрелого гражданского общества. Если значительная часть общества состоит из таких людей, которые умеют искать объективную информацию, отбрасывая всякий информационный шум, значит, это общество способно к развитию, оно защищает свои устои, и, значит, оно понимает, что такое настоящая свобода слова, а не вот этот мусор, которым обмениваются. То есть от потребителя информации сейчас требуется очень многое. Нельзя уже просто сидеть и хлопать ушами. Нужно все время щелкать в своей голове. Вот это похоже на правду, а это не очень. Но это, согласитесь, крайне сложно. Уровень образованности тут тоже играет роль. Это сложно. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы тобой манипулировали откровенно, ты должен свою медиаобразованность повышать. Куда деваться?
Времена, когда можно было сидеть в деревне безграмотным и просто ковырять землю, они прошли. Понятно. А цензура запрещена Конституцией, но при этом многие считают, что свобода слова должна быть сопряжена с ответственностью, а не являться вот абсолютной волей. Пишу, что хочу. И давайте посмотрим, что думают об этом люди. Мы такой небольшой опрос провели. Давайте. Отношусь очень даже хорошо, если люди к этим вещам, тем более в Абхазии у нас такой не очень стабильной этнополитической ситуации, относились бы ответственно. Чтобы меньше было провокаторов. Все-таки это Абхазия, это Кавказ, об этом надо всегда помнить все. У каждого своя личная жизнь, свои мнения. Это, почему должно все это разглашаться, все в компьютере, в интернете? Почему? Нет, я, например, не очень положительно к этому отношусь. Каждый человек имеет право на свободу слова. Но в то же самое время мы живем в Абхазии и должны помнить про свой аламс, про свою апату. Стыдно, когда люди начинают выносить весь мусор. Это читает весь мир. Зачем делать так, чтобы над нами смеялись? Должны быть рамки собственного воспитания. Должны какие-то быть нормы морали, нравственности, чтобы не что попало говорить. Да, а скажите, а клевета и оскорбления вот в интернете, они должны быть наказуемы? Должны, да, должны. Каждый человек должен сам себя ограничивать. Вседозволенность – это очень плохо. Я считаю, что если человек ничего не боится, пусть в открытую это скажет в лицо. Социальная сеть – это то пространство, где я вправе выражать свое свободное мнение, потому что оно у меня есть, как у человека мыслящего, как у человека, живущего в этом социуме, как у человека, скажем так, подверженного воздействию этого социума в виде законов, морали общества и так далее, своих взглядов. Рамки приличия, если вы имеете в виду клевета и оскорбления, конечно, это неприемлемо. Я думаю, это вопрос воспитания, и я думаю, что это должно быть наказуемо. В общем-то, все понимают, что нужна ответственность, но есть люди, которые пишут под анонимными аккаунтами. Откуда берутся эти анонимы? Кому это выгодно? Такой глобальный вопрос. Да, все понимают, что так нельзя делать, но тем не менее за ними же кто-то стоит, за этими анонимными аккаунтами. Конкретные личности. Наверное, органы правоохранительные должны как-то отслеживать. Если это выходит за рамки, значит, нужно найти, кто этот человек. Он уже сам разберется с теми, кто за ним стоит, если они его на это дело толкали. Но этот человек должен понести наказание. Зачем он должен кого-то оскорблять или клеветать? Абсолютно нетерпимо. А вот если определенные материалы приводят к разжиганию розни в обществе, и пусть иногда это даже объективная информация, допустим, вот журналист сталкивается с такой ситуацией тоже. Вот нужно ли такую информацию давать, когда априори вы знаете, что это приведет к какому-то конфликту в обществе? Перед такой дилеммой, я думаю, каждый журналист иногда встает, но вот ваш внутренний цензор вам что говорит? И как вы считаете вообще, как должен журналист поступать в этой ситуации? Я думаю, что если есть объективная информация, то ее но все вы равно знаете, нужно. что это вызовет конфликт. Да. Все зависит от формы. Вы знаете, любую даже безобидную вещь можно преподнести оскорбительно. И любую даже очень сложную, ранящую наши чувства вещь можно преподнести объективно, так, чтобы читатели чувствовали, что тобой движет общественная польза. На самом деле что-то скрывать... Это... Не имеет права журналист. Нет, он имеет право, но это неумно, понимаете, это неумно. Если мы считаем, что наше общество – это не общество детей, которые сидят там в песочнице, а общество зрелых, ответственных людей, которые хотят, чтобы страна развивалась, а ни одно, даже самое маленькое сообщество, самое там какое-то первобытное племя не может развиваться без каких-то вызовов, препятствий, там, борьбы и так далее. Просто должен быть отработан общественный механизм. Как мы начинаем обсуждать, высказывать разные мнения, если есть какая-то проблема конфликтная, это нормально. В общем, все зависит. Мы ищем компромисс. Конечно, все зависит от формы. Обо всем можно сказать уважительно, так, чтобы тебя поняли, и обо всем можно сказать оскорбительно, натравить людей друг на друга и так далее. Это уровень профессионализма журналиста и его ответственности. Если он понимает свою ответственность, он никогда не преподаст острую тему в оскорбительной форме. Я, во всяком случае, пытаюсь всегда сделать и должна сказать, что очень часто, когда я встречаюсь с людьми разных политических убеждений, они говорят:
я с тобой согласен. Это мне даже иногда смешно, потому что они по-разному думают, но это значит, что они просто отдают должное моей корректности. Вот. Не надо оскорблять, не надо заводить. А говорить об острых проблемах, безусловно, нужно. Без этого их нельзя решить. А если продолжить разговор о вседозволенности в интернете, вот многие юристы считают, что анонимов практически невозможно привлечь к ответственности просто из-за того, что их и вычислить невозможно. Давайте посмотрим комментарий юриста Олега Папаскири и о том, как вообще можно привлечь к какой-либо ответственности анонимов. Оскорбления как в интернете, так и на улице, либо где-либо еще, это в обоих случаях один состав правонарушения. То есть закон не отличает и не различает поступок, сделанный в сети, либо сделанный там, публично, либо в СМИ. Аноним – это вообще отдельная история, то есть, потому что это обезличенная информация, и очень сложно определить, кто ее написал, кто ее опубликовал. В Абхазии, по-моему, не было практики, чтобы привлекали кого-либо за такие публикации. Даже в России сложности связаны с тем, что очень трудно доказать, что именно этот человек написал именно это сообщение, и именно он это сделал на самом деле. Потому что он мог сказать, мой аккаунт взломали, не знаю, я отходил от компьютера, подошел другой человек, написал от моего имени. И есть внутренние механизмы сайтов, которые позволяют там отреагировать на то или иное сообщение, либо там запись на стене, и пожаловаться в саму организацию. Она принимает заявку, рассматривает ее, это может быть, там, допустим, какое-нибудь оскорбляющее чувство человека, изображение, там, картинка или запись, либо это просто может быть текст, написанный в таком тоне. То есть только внутренние механизмы самой сети обычно реагируют. В общем, получается, что практически невозможно этих анонимов привлечь, но вот какие ограничения должны вообще существовать, на ваш взгляд, если какие-то законодательные меры будут приняты? Вы знаете, когда мне говорят, что что-то невозможно, я не всегда с этим соглашаюсь. Мы время от времени слышим, какой-нибудь там шестиклассник взломал сайт там ЦРУ или еще что-то. И хакеров же тоже вычисляют. Да, хакеров вычисляют. То есть, на самом деле, это не такая проблема. Просто нам нужно переступить какой-то рубеж и заняться этим. Это всегда очень сложно что-то начать. А на самом деле это необходимо делать, потому что иначе мы можем оскорблять друг друга до такой степени, что вообще уровень самоуважения общества, во-первых, упадет очень низко, и, во-вторых, возможности для принятия каких-то общих важных решений будут еще ниже. Нет, мне кажется, что, в общем, должны люди технической специальности должны изыскать возможность найти анонима. Тем более в такой маленькой, я понимаю, там в Китае, да, их 1,5 миллиарда. В Китае вообще полный запрет же социальных сетей существует, там у них. Да, но я просто хочу сказать, что... Проблем нет. Нет, я думаю, что такие проблемы там тоже есть, но там это сложно много, а у нас не так много пользователей. И если, так сказать, подойти к этому с умом, даже вот просто теоретически можно вычислить, понаблюдать несколько месяцев за вот этим анонимом. Даже можно, знаете, есть текстуальный анализ и так далее, и так далее. Есть система, которая позволяет отследить. И надо подключить к этому, так сказать, технических специалистов. Я вас уверяю, 2-3 раза найти, наказать, это все сразу резко пойдет на убыль. Потому что безнаказанность развращает человека абсолютно. В общем, прецедент нужен. Прецедент нужен, правильно. И, наконец, подводя итог нашей беседы, как вы думаете, в чем суть сегодняшнего разговора? Свобода слова – это что? Свобода слова – это гарантия того, что в обществе проговариваются болевые моменты. Если свободы слова нет, болевые моменты загоняются внутрь, и разрастаются, и доводят до, так сказать, очень болезненных периодов в истории. Свобода слова дает возможность человеку, гражданину отдельно и обществу в целом, такую прекрасную возможность, как начинать диалог по любой сложной проблеме, так, чтобы были разные мнения. Потому что если свободы слова нет, есть только одна точка зрения. Ни у кого нет монополии на истину. И когда одна точка зрения господствует долго, она неизбежно загнивает. Понимаете, вот монополия – это такое явление, которое обязательно приводит к загниванию, деградации.
В свободе слова эта монополия работает точно так же. Но свобода слова должна быть с ответственностью. Вот когда мы это самое достигнем вот такого уровня, можно будет сказать, что мы действительно развитое общество, которое понимает и коллективную ответственность, и личную ответственность. И при этом все имеют возможность высказаться и реализовать свое мнение, свою точку зрения. Спасибо, Надежда, за интересную беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о положении негосударственных СМИ, свободе слова и вседозволенности в интернете. Я прощаюсь с вами, увидимся через неделю.